Уважаемые коллеги, приветствую вас в пресс-центре Международного информационного агентства «Спутник Абхазия». Сегодня мы проводим брифинг посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Валерьевича Мирошника. Родион Валерьевич, мы рады вас приветствовать. Я думаю, мы начнем с такого вот вопроса. Несколько дней назад Украина заявила, что вышла из стамбульских мирных переговоров. На ваш взгляд, какие выводы можно делать из подобной тактики Киева? Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за возможность встретиться. Я здесь нахожусь, потому что сейчас здесь сегодня в Сухуми проводится международный кинофестиваль документальных фильмов «Артидок. Бремя наших героев». Там затрагивается тематика, которой я занимаюсь как посол по особым поручениям Министерства иностранных дел. И, соответственно, у нас есть возможность присутствовать здесь, доносить материалы, которые снимаются российскими документалистами, и затрагивать ту тематику, которую мы считаем сегодня крайне необходимой. Давайте, если отвечать на ваш вопрос, то выход Украины из стамбульского формата, точнее заявление о том, что они прекращают ведение переговоров, это лишь подчеркивает, что украинская сторона никоим образом не собирается завершать военные действия путем, политико-дипломатическим путем. То есть за последнее время мы наблюдали много, знаете, таких словесных кульбитов, когда Зеленский или его окружение, там, Министерство иностранных дел пытается обвинять Россию в отсутствии желания завершить конфликт политико-дипломатическим путем, то есть поиском мирной договоренности, и при этом украинская сторона кардинально не выполняет какие-либо договоренности о достижении мира. Давайте посмотрим. Да, то есть Россия в данном случае инициировала проведение стамбульского формата. По инициативе российского президента он был продолжен и достигнута договоренность с президентом Турции об организации этого процесса. И трижды эти заседания проводились. Последнее заседание было 23 июля. Тогда российская сторона, кроме гуманитарных проектов, то есть когда мы говорили о том, что есть обмены пленными, есть обмены людьми, которые тяжело больны или тяжело раненые, была передача более 9 тысяч останков погибших украинских военных. Это все гуманитарный трек этих переговоров. То есть он существенно снизил гуманитарную напряженность. И Россия передала украинской стороне свой проект меморандума, на основании которых были бы очерчены ключевые подходы к политико-дипломатическому регулированию. Прошло более 100 дней, украинская сторона ничего не сделала в ответ. Украинская сторона только продолжала обвинять Москву в том, что она отказывается якобы вести переговоры или стремится к миру. С украинской стороной звучит только один единственный подход. Давайте введем режим прекращения огня без условий. Что такое в украинской версии режим прекращения огня без условий? Это значит, давайте поставим на паузу военные действия для того, чтобы Украина успела перевооружиться, возвести фортификационные сооружения, привести западное оружие или переобучить своих военных. Для того, чтобы через какое-то время, я не знаю какое, но выйти просто на новый режим эскалации. То есть новая война, гораздо большей интенсивности. Ничего другое в подходах Украины в этом смысле совершенно нет. Поэтому здесь есть только псевдомирная риторика, попытка в очередной раз кого-то обмануть, и ничего более. Сегодня европейские хозяева Украины, они создают условия для того, чтобы кровопролитие продолжалось, им оно необходимо. На них выделяются огромные суммы денег, развивается военно-промышленный комплекс Европы, который штампует все больше и больше вооружений, которые направляются на Украину. И продолжая там конфликт, они решают свои интересы, достигают своих целей. То есть присутствие при власти, выделение колоссальных денег на поддержку ВПК, то есть лоббируя их интересы, и в принципе сохраняя антироссийскую направленность. Поэтому сам выход Киева из переговорного процесса — это есть бегство от мирных процессов урегулирования, от попыток решить конфликт бескровно,
решить конфликт политико-дипломатическим путем. Вы в своем выступлении упомянули западное финансирование ВПК. В Киеве разразился грандиозный коррупционный скандал. Как, по вашему мнению, может ли это отразиться на объемах финансирования киевского режима сегодня? Знаете, может ли отразиться? Должно отразиться. Потому что, по идее, политические круги, налогоплательщики, депутаты этих стран, они должны, по крайней мере, каким-то образом отреагировать на то, что в Киеве вскрыт вот этот гнойник коррупционного скандала. То есть, когда в столкновении ветвей власти за управление Украиной они выясняют между собой отношения, и при этом вскрываются данные о том, что западная помощь просто откровенно разворовывается. Деньги, которые собираются у украинских налогоплательщиков или людей, которые платят в данном случае за электроэнергию, они тоже откровенно разворовываются. Есть намеки на то, что деньги, направляемые на оборону, выделяемые западными так называемыми партнерами Украины, тоже распихиваются по карманам. Поэтому, по идее, люди, которые ответственны перед своими странами, то есть которые голосовали за то, чтобы выделить эти деньги на поддержку Украины, должны понимать о том, что Украина — это есть прогнившее насквозь коррупционное образование, куда любые средства, направляемые на Украину, это средства, которые будут просто разворованы. Количество или объем разворованных денег, знаете, мне кажется, пока достаточно сложно поддаются подсчетам. Потому что на сегодняшний день деньги, направленные на Украину, только по официальным версиям тех же американцев, это порядка 350 миллиардов долларов. Это колоссальные деньги, которые были вброшены именно в Украину, именно в продолжение войны. Знаете, я вам просто для примера приведу цифры финансирования. То есть, когда Запад говорит, мы хотим видеть процветающую Украину. Это ложь. Потому что начиная с 1991 по 2022 год на Украину было направлено порядка 34 миллиардов долларов. И то в виде неких кредитов под какие-то жуткие проценты, под политические обязательства, под требования трансформации законодательства Украины. А начиная с 2022 года, вот за 3,5 года потрачено более 350 миллиардов. Значит, задачки спрашивается, на что эти деньги, что нужно Западу? Процветающая Украина или таран против России? По-моему, вывод здесь очевиден. То есть за 3 года выплатили в 10 раз больше, чем за предыдущие годы, когда Украину можно было поддерживать, ее рост экономики, создание, формирование государственности, демократии, да все что угодно. То есть, но решили, что нужно поддерживать войну. И Украина интересует в данном случае исключительно как военное образование, как наемник, как государство-наемник, которое будет воевать исключительно за интересы внешних спонсоров. Поэтому у Киева своего нет ничего, кроме пушечного мяса. Киев сегодня может направить на войну только личный состав, то есть это люди, которых они насильно мобилизуют, это где-то в месяц порядка 30-40 тысяч человек, которые отправляются на передовую. И все остальное дает Запад. Они дают финансы, они дают военно-технические средства, они дают вооружение. Поэтому это идет война за счет Запада и за интересы Запада. И вот в этой войне Украина в данном случае просто не более чем наемник, который выполняет ту задачу, за которую ей платят. Но элиты на этом зарабатывают, а украинский народ просто утилизируется на передовой. Родион Валерьевич, военные преступления совершались и до СВО. Ведется ли расследование этих преступлений, понесет ли Киев ответственность за эти деяния? С точки зрения российского законодательства, начиная с 2014 года, все военные преступления, совершенные киевским режимом, они зафиксированы и по ним ведется расследование. На сегодня более 8,5 тысяч уголовных дел заведено за этот период за совершение военных преступлений или имеющих признаки военных преступлений по фактам совершенных преступлений. И это все выглядит как минимум. Да, как минимум, потому что расследования сейчас только разворачиваются. И вот эти данные, которые собираются сейчас нашими следователями, они далеко не все еще вскрыты. Сейчас идут процессы эксгумации на территории Луганской Народной Республики.
Только за последние несколько месяцев на территории Северодонецка там более 400 тел было извлечено из-под земли. Сейчас ведется исследование о причинах их гибели. Это период, когда шли там активные военные действия, и причины гибели этих людей сейчас устанавливаются в период экспертизы. Экспертизы проводятся сейчас на территории Курской области, то есть территории Суджанского района, там, которая контролировалась на протяжении 9 месяцев украинскими боевиками. Сегодня больше 100 мест, где следователями Следственного комитета России, Главного военно-следственного управления проведены изъятия тел, и сейчас проводятся экспертизы. Поэтому мы, называя сейчас цифры погибших людей, мы говорим как минимум, потому что, к сожалению, мы выдаем только данные верифицированных пострадавших, а по мере ведения следственных действий происходит их увеличение. То есть это те данные, которыми мы располагаем достоверно сейчас, но по мере ведения расследовательской деятельности, а особенно это касается 2014-2015 год, да, то есть когда, скажем так, вести расследование было просто некому, то вот эти данные, они сейчас активно расследуются. Знаете, на сегодняшний день, это данные Следственного комитета, у нас 8858 уголовных дел по фактам совершения военных преступлений против гражданского населения, они возбуждены. И по 762 уголовных дела уже установлены судами. 1017 украинских боевиков осуждены. И насколько я помню, по-моему, минимальный срок, на который осуждены эти боевики, это 8,5 лет, а так это 20, 25 и пожизненное заключение. То есть в России введен мораторий на смертную казнь, поэтому высшей мерой наказания является пожизненное заключение. Среди этих боевиков есть те, которые расстреливали людей, гражданских людей на территории Курской области, которые издевались над людьми на Донбассе, которые отличились насилием, сексуальным насилием, убийствами, пытками. Определенная часть дел, они проведены заочно, и особенно в части иностранных наемников, по которым полностью установлены подробности их так называемых подвигов. А по мере того, как они будут пойманы, соответственно, они будут осуждены и получат свои, соответственно, сроки. У тех, кто совершил свои преступления против гражданского населения, те, кто нарушал нормы и принципы гуманитарного права, у них, по сути дела, сегодня два выхода. Первый, они будут нести ответственность в рамках военных действий. Второй, они сядут на скамью подсудимых. Подавляющее большинство преступлений, о которых идет речь, они не имеют срока давности. Это тяжелые преступления, которые совершены против гражданского населения, осуждаются всем миром. Родион Борисович, как вы сказали, те, кто совершили тяжелые преступления, расстрел мирного населения, считаете ли возможным создание международного трибунала по отношению к этим лицам? Сейчас, я попытаюсь объяснить сам механизм создания международного трибунала. Международный трибунал по тем существующим стандартам, он создается путем решения Совета Безопасности ООН. И это по аналогии с Югославией, по аналогии с Руандой, когда принимались такие решения. Сегодня, когда мы понимаем, что среди стран, которые имеют право вето в Совете Безопасности ООН, присутствует, к примеру, Великобритания, которая является откровенным заказчиком и в какой-то степени адвокатом и управляющим украинской стороны. Поэтому надеяться, что они сейчас, скажем так, согласятся на то, чтобы Украина была привлечена к ответственности и по ней был проголосован трибунал, мне кажется, что это сейчас весьма проблематично. Поменяется ли как-то этот подход позже, мне сказать сложно. Но на сегодняшний день все основные преступления, которые совершаются в рамках конфликта, это преступления на территории юрисдикции России. И на этой территории, соответственно, возбуждены эти 8858 дел, которые расследуются российскими следственными органами и будут вынесены на рассмотрение судебных российских органов. Здесь нет никакого противоречия, здесь это полностью в рамках существующего законодательства, как внутрироссийского, так и международного. Поэтому все выносимые приговоры абсолютно легитимны, и преступники, их совершающие, должны понимать, что альтернативы у них нет.
что вот, за все преступления придется нести ответственность. Как и когда, ну, это будет в данном случае, в каждом конкретном случае индивидуально. Родион Валерьевич, Абхазия с первых дней конфликта включилась с гуманитарной помощью и добровольческим движением. Как вы оцениваете роль и вклад добровольцев из Абхазии и гуманитарную помощь, поддержку мирного населения? Знаете, я был в свое время послом Луганской Народной Республики, это короткий период, когда Россия признала ЛНР, и до момента вступления, проведения референдума и вступления в состав России и непосредственно связано с Донбассом. Поэтому могу сказать, что абхазы поддержали жителей Донбасса буквально с первых дней. Это было крайне важно. Крайне важно в тот момент, когда вот люди, на которых обрушилось противодействие со стороны значительно превосходящего режима на Украине, который был хорошо профинансирован, на который были выделены огромные военные средства, да, то, знаете, люди, которые жили в Донбассе, они нуждались в этой помощи зачастую моральной. То есть, а уж тем более, когда люди пришли и стали спина к спине, стали плечом к плечу. То есть, поэтому в этом смысле, конечно же, бойцы Абхазии, они всегда будут пользоваться законным уважением, почтением со стороны жителей Донбасса, которые и тогда, вот начиная с 2014 года, и по сей день благодарны за участие в военных действиях, за помощь, за поддержку, за гуманитарную помощь гражданского населения, за эвакуацию, в то время, когда это были, наверное, самые тяжелые времена для Донбасса, и его судьба только определялась. Поэтому Абхазия в этом смысле внесла, конечно, существенный вклад. И для многих людей присутствие вот, абхазских ребят в рамках военных действий и помощь со стороны Абхазии, она была крайне существенна и давала возможность, скажем так, с большей уверенностью смотреть вперед. Поэтому здесь, в этом случае, понятно, что мы относимся с большим уважением и благодарностью. Какая сейчас ситуация с оказанием помощи и восстановлением инфраструктуры в районах, пострадавших от обстрела ВСУ? Коллеги, вы должны понимать в этом смысле, что Россия выделяет сегодня колоссальные средства на восстановление Донбасса. Но это возможно только там, где уже нет обстрелов. К примеру, тот же город Мариуполь, вот сегодня он, я думаю, что где-то процентов на 70 восстановлен. При том, что он был подвергнут очень серьезным разрушениям. Там пострадало много людей, там была буквально разрушена вся инфраструктура социальная, жилье, разбиты дороги, подъезды, предприятия. То есть на сегодняшний день, это уже на процентов на 70-80 новый город. Там восстановление идет очень бурными, серьезными темпами, и люди туда возвращаются. То есть один из показателей, то, что сегодня уже в Мариуполе есть просто пробки, автомобильные пробки. Там люди вернулись в свои дома, в значительной степени восстановлено жилье, и город начинает восстанавливаться, город приходит в свое изначальное, наверное, даже положение лучше, чем было до того. Но при этом такие города, как Горловка, как Рубежная в ЛНР, Кременная, они не могут вести восстановление, потому что постоянно подвергаются ударам. Украина наносит преднамеренные удары по инфраструктуре, по строительным бригадам, не давая возможности восстановить жилье людей. То есть это стратегия Киева. Киев настроен на то, чтобы создавать как можно более тяжелые условия для жизни людей и атаковать их, не давая возможности восстановить, при том, что Россия создает все условия для этого восстановления. Поэтому сейчас говорить, что есть какие-то препятствия одно – это безопасность. Главное препятствие – это попытки Украины наносить удары по тем территориям, которые сегодня нуждаются в восстановлении, которые могут быть восстановлены, куда могут вернуться люди и восстановить свои дома, жилье, предприятия, экономику. Для этого есть все возможности. Но главная проблема, главный сдерживающий фактор – это Украина. Украина, которая стремится, во-первых, уходя, уничтожить за собой все, а во-вторых, не дать возможности восстановиться.
Знаете, вот я недавно, буквально совсем на днях, был в Донецкой Народной Республике вдоль линии боевого соприкосновения и разговаривал с десятками мирных жителей, которые были эвакуированы из зоны военных действий, которые смогли выйти на территорию, контролируемую российскими войсками, и в деталях мне рассказывали о том, какому давлению, каким действиям они подверглись. К примеру, что такое в украинской версии принудительная эвакуация. То есть сначала приезжает бригада, которая говорит: мы заберем ваших детей. Потом они начинают чуть ли не силком запихивать их в автобусы. Если люди все равно отказываются уезжать с этих территорий, они просто начинают бомбить их дома. То есть планомерно прилетает каждый день или каждую ночь прилетает какой-нибудь беспилотник и начинает сжечь дома один за другим, просто вытесняя людей с этой территории, заставляя их собирать все это нехитрый свой какой-то скарб и уезжать. Если вдруг люди решили, что они хотят быть на той территории, которая контролируется российскими войсками, и этих людей подвергают серьезным испытаниям. Я разговаривал с группой людей, которых было 15 человек, которые выходили из красноармейского, уже Покровского, украинской версии направления. То есть 15 человек вышло, дошло менее 10. Потому что, во-первых, часть людей, они просто подорвались на необозначенных минах, часть людей подверглись налетам беспилотников. Я разговаривал с людьми, которые были в Часов-Яре, то есть из 7 человек дошли только 2. Потому что даже когда наши войска в открытом эфире уведомляли украинскую сторону: дайте гуманитарный коридор, чтобы люди вышли, Украина категорически отказывалась и начинала наносить удары по своему же гражданскому населению. То есть нужно четко понимать, это люди с украинскими паспортами в кармане. И Россия стремилась сохранить их жизнь, дать возможность им выйти. Украинская сторона наносила удары, стремясь убить тех людей, которые пытались выйти из этой территории. И за собой Украина оставляет просто выжженное поле. Я был на электростанции, Кураховской электростанции, которая была построена еще в 30-е годы по плану Гойл-Ро, советскими еще инженерами, в период советской индустриализации. Вот тогда Вторую мировую войну эта станция пережила. А сейчас Украина, уходя, они просто подорвали эту станцию, они вырезали все, что можно было вырезать из металла, а потом градирни, вот эти огромные трубы, которые стоят на электростанциях, они просто подорвали. Причем не с первого раза у них это получилось, но тем не менее они потратили большие запасы взрывчатки для того, чтобы за ними осталась просто разруха, чтобы ничего в этом городе не могло работать. То же самое происходит сейчас в Красноармейском же Покров, то есть там взорваны сейчас все шахты, взорваны заводы, которые там располагались, взорваны инфраструктурные узлы. Это Украина делает целенаправленно, сознательно и стремясь не допустить, чтобы мирное население там оставалось и в ней были какие-то средства к существованию. То есть это продуманная, заранее определенная стратегия, которую выполняет Украина и стремится просто, чтобы за ним ничего не оставалось, просто осталось выжженное поле. Спасибо. И в завершении нашего брифинга последний вопрос. В условиях информационного противодействия, как вы оцениваете эффективность донесения российской позиции до международной аудитории и какие инструменты, на ваш взгляд, сегодня наиболее эффективны? Знаете, доказывать преступнику о том, что он преступник, как-то иногда получается неэффективно. Мы сегодня точно знаем, что за конфликтом на Украине стоят десятки западных государств. Они выделили колоссальные средства, ни с чем не сопоставимые, огромные деньги на то, чтобы вести конфликт на Украине. Они же используют целый ряд мер, которые касаются информационного давления, разрыва культурных связей, исключения российских спортсменов из спортивной номенклатуры проводимых соревнований. То есть не брезгуют никакими методами. Поэтому рассчитывать в данном случае на западный мейнстрим у нас практически не получается. То есть там мы можем получить только исковерканную, перевернутую или перевранную информацию. То есть я вам уже упоминал о Курахово. Да, то есть Курахово достоверно известно то, что его взорвали, электростанцию взорвала украинская сторона. Если вы откроете даже Википедию, то вы там увидите, что там написано, что это российские самолеты разбомбили эту станцию. Мы имеем сотни примеров, когда Украина занималась созданием постановочных сюжетов.
Я был в городе Лисичанске, когда это было лето 22 года, когда мы зашли туда, буквально в первый же день освобождения, я разговаривал с массой людей, которые мне дословно пересказывали, у меня даже есть эти записи людей, значит, которые рассказывали, как делались вот эти сюжеты, которые, ну, по сути дела, являются фейковыми. Когда они, говорит, приезжает какой-то представитель украинской стороны, достает планшет, обозначает на карте точки и быстро садится в машину и уезжает. Буквально через несколько минут из соседнего же двора, из минометов наносятся удары по этим точкам. И тут, о боже, совершенно случайно проезжает группа BBC. Она останавливается здесь, помогает раненым людям, вызывает скорую помощь, значит, вот как-то соучаствует в этих процессах и, естественно, рассказывает на всю свою аудиторию о том, что русские нанесли удар по городу Лисичанску, по гражданскому населению. При том, что это было сделано исключительно из соседнего двора украинскими же боевиками. То есть вот такого рода постановочные вещи, они сплошь и рядом присутствуют сегодня в рамках военных действий. То есть привозится целый пул журналистов, перед которыми разворачивается вот это действо, вот, во время которого могут быть убиты люди, могут быть разложены уже ранее погибшие люди. То есть для того, чтобы сделать вот такой постановочные сюжеты, постановочные материалы, которые потом распространяются на Запад, которые уже создают некий такой фейковый образ или виртуальный образ того, что происходит на передовой. Это вот попытки влиять на настроение гражданского населения, это попытки влиять на настроение налогоплательщиков. Это те же самые давления на депутатов национальных парламентов, когда нужно его ввести в ситуацию, при которой он должен проголосовать за выделение колоссальных денег, ну, к примеру, не знаю, депутаты немецкого Бундестага. Да, потому что сегодня Германия это крупнейший донор из европейских стран, который дает деньги на продолжение конфликта на Украине. Вот почему-то немецкие депутаты должны проголосовать за десятки миллиардов долларов, которые идут там, не на поддержку немецких фермеров, не на поддержку медицины, там, здравоохранения, либо развития науки, а на то, чтобы на Украине продолжала литься кровь. Вот поэтому там необходимо создание вот такой нервозности, создание информационного давления, и поэтому вот целая фабрика, целая индустрия порождения таких фейковых новостей, она разворачивается у нас перед глазами. При этом, значит, достоверная информация о том, что в реальности происходит на передовой, блокируется. То есть там подаются только, значит, ну, исковерканные данные, даже на площадке вот, Совета Безопасности ООН. Ну, вот просто как пример, да, значит, они, вот, какие-то эксперты, они выходят и называют, к примеру, цифры людей, цифры количества гражданского населения, которое погибло или пострадало. При этом они не разделяют, где пострадавшие со стороны российских регионов, где пострадавшие со стороны Украины. И они продолжают, называя эту цифру, они манипулируют, обвиняют Россию в том, что эти люди пострадали. Я могу привести те данные, которые собирает мой секретариат как посла по особым поручениям. То есть на сегодняшний день 24 850 человек гражданского населения с февраля 2022 года, гражданские жители, пострадали. Получили, то есть, и из них порядка 7200 человек погибли. Это прямые жертвы, которые идут с формулировкой как минимум, потому что, к примеру, в Курской области на сегодняшний день, пока не начата была эксгумация, мы не могли сказать, какое количество людей там пострадало или погибло. На сегодняшний день это 1700 человек. Более 400 человек там погибли. Но сегодня в списке неизвестных, да, то есть куда пропали люди, еще находится около 500 человек. Мы не знаем их судьбу. Они, то есть, дай бог, если эти люди просто во время эвакуации выехали в какие-то другие регионы, и мы просто не знаем, их найдут. И они живы, здоровы, и они не пострадали. Но велика вероятность, что этих людей могут найти уже в период эксгумации, когда на территориях, которые контролировали украинские боевики, они подверглись, это либо убийство, либо люди не получили нужную медицинскую помощь и были просто захоронены у себя под окнами. Поэтому я думаю, что многие из вас знают, как выглядит эта атмосфера на прифронтовых территориях. И поэтому сейчас вот эти данные, которые распространяются, они кардинально не нравятся
заказчикам продолжения конфликта, которые поддерживают Украину, которые выплачивают им деньги. И они всячески стремятся отбиваться от вот тех данных, которые предоставляем мы. Они не хотят мириться или принимать во внимание вот сам факт того, что Украина занимается откровенным убийством населения, тем, что Украина наносит удары по гражданской инфраструктуре, что они вот ведут целенаправленную войну против гражданских. Один только факт. На сегодняшний день основным средством убийства гражданского населения являются беспилотники. Порядка 75-80%, это примерно каждые трое из 4 пострадавших, это жертвы ударов украинских беспилотников. Причем, начиная с начала этого года, этот процент все время рос. Что такое удары беспилотниками? Это значит целенаправленные удары, которые выслеживают гражданское население и атакуют либо людей, которых просто откровенно видно через камеру вот этого беспилотника, либо атаки по гражданскому транспорту, причем это атаки могут быть как по обычным гражданским автомобилям, автобусам и даже по трамваям. К примеру, в Горловке не один раз украинские беспилотники атаковали трамваи. Где-то 2 недели тому назад, там после атаки такого вот трамвая, тяжелейшее ранение получил парень, которому чуть больше 40 лет. Он был прекрасным хирургом, который спасал людей вот на протяжении последних 2 лет, оперируя людей, которые получали ранения. Тут он ехал к себе на работу, атаковал дрон по этому трамваю, и человеку оторвало руку и ногу. Вот это конкретные примеры, когда, знаете, это не статистика, это жизнь. Это жизнь, которой оказываются эти люди. Когда в Сватово едет группа специалистов-коммунальщиков, аварийная служба, для того, чтобы восстановить, по-моему, там водоснабжение, энергоснабжение, после нанесенного очередного удара. И такой же беспилотник атакует автомобиль, на котором там написаны все соответствующие знаки, то есть явно видно, что это никакой не танк и не БТР. Вот по нему наносится удар, 4 человека гибнет сразу. Или удар, к примеру, по двору дома, где находится 4 детей, от 12 до 15 лет. Все получают тяжелое ранение. И сказать, что тот, кто управлял этим дроном, не видел, по кому он наносит удар, это невозможно. То есть это преднамеренные удары, циничные, по гражданскому населению. На примере Купянска не так давно было распространено видео с российского дрона наблюдатели, которые видели жуткую картину. Несколько человек, которые пытались выйти из Купянска, перейти на российскую территорию, просто уходили по дороге в поле, и они целенаправленно этих людей просто убили дронами. То есть догоняя человека, который просто идет с какой-то коляской, с собакой в руках, этот дрон разгоняется, атакует этого человека, убивает его на месте. К нему подходит другой человек, и другой дрон прилетает, убивает этого человека. Поэтому сказать, что здесь, знаете, есть какая-то случайность, здесь просто невозможно. Это стратегия, которую избрал для себя Киев, для того, чтобы создавать невыносимые условия для жизни, либо просто убивать гражданское население. Они неоднократно объясняли, зачем это. Зеленский об этом говорил. Потому что они все прекрасно понимают, что на поле боя Россию не победить не смогут. Но их главная задача — раскачать Россию изнутри. Напугать население, создать невыносимые условия для жизни и заставить их не верить в свои вооруженные силы, не верить своему правительству. И таким образом просто раскачивать внутреннюю повестку внутри самой страны. Знаете, вот есть вдоль линии боевого соприкосновения есть целый ряд населенных пунктов, которые живут в абсолютно жуткой ситуации. К примеру, это город Алешкин, это Херсонская область. Там ежечасно прилетает какой-нибудь дрон. С начала года, там есть больница, с начала года 13 скорых помощи было сожжено украинскими дронами. То есть, когда человек получил ранение, и другие самоотверженные люди, медики, отправляются его спасать, они тоже попадают под удары. Повторные удары — это обычная практика украинских деятелей.
То есть, если они нанесли удар по какому-то центру, значит, куда массово приходят люди, то потом дронами они стремятся не допустить туда спасателей, наносить удары по скорой помощи, не дать возможность приехать аварийной бригаде, чтобы там, подключить электроэнергию, перекрыть газ или еще что-либо сделать, то есть выполнить свою задачу для того, чтобы восстановить какую-то жизнедеятельность этих людей на этих объектах, на этих территориях. Вот в этом есть суть украинского подхода и украинской стратегии. И она кардинально отличается от российской. Сегодня вот вы упомянули каналы коммуникации, да, то есть на западных каналах коммуникации идет массовый рассказ о том, что русские наносят массированные удары по гражданскому населению Украины. Это ложь. Россия не ведет войну против гражданского населения. Россия наносит удары по военным объектам двойного назначения, объектам, которые снабжают или обеспечивают, к примеру, электроэнергией те же там, военные заводы либо военные объекты. Исходя из того объема ударов, которые наносятся по украинской территории, даже предъявляемые Украиной, в чем мы совершенно не уверены в правдивости этих данных, они минимальны. И знаете, я имею в виду количество пострадавших людей. И тем более, что Украина, к примеру, сейчас она использует те же установки ПВО «Патриот», которые так они упрашивают западников, но посмотрите, как они их получают. Они получают их со складов европейских государств, которые простояли там с 90-х годов. Поэтому эти ракеты, которые они получают, они летят неизвестно куда. А возможно и целенаправленно ими же наносятся удары по гражданским объектам, которые, знаете, тут же снимаются, фотографируются, делается видео. И посмотрите, если вы внимательно посмотрите на какие-то данные, которые идут вот от украинских медиа, да, то там великолепное качество. То есть такое впечатление, что вот они занимаются именно тем, что подготовленно наносят удары по своей же инфраструктуре, но делать из этого прекрасную картинку, потому что им нужно продать ее для своих же хозяев в европейских государствах и рассказать о том, как же страдает украинское население. Но они заботятся о том, чтобы организовать удары по своему населению, заботятся об этом сами, в значительной части. И когда они пытаются нам рассказать, что какой-то тот или иной объект, даже по фото и видеоматериалам видно, что там использовались не российские боеприпасы. Там использовались другие боеприпасы, которые так обильно поставляются западникам украинской стороне. Спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемые зрители, брифинг посла по особым поручениям МИДа России по преступлениям киевского режима Родиона Валерьевича Мирошника завершен. Спасибо. До новых встреч.